Старт удачно, а дальше легче. Маусар Магомадов из сельского поселения Вежери-Юрт впервые за рулем грузового транспорта. Военный КАМАЗ хоть и побольше по габаритам, но его управление не сильно отличается от легкового авто. Схожая коробка передач, 3 педали, только обязательно надо учитывать, что место на дороге КАМАЗ занимает больше. Все это будущие водители усваивают в процессе езды. КАМАЗ как легко очень ценит, то есть сам он цакахлуется. Подготовить водителей для службы в армии. Эту задачу для призывников решают на таких бесплатных курсах. Обучиться водить и обслуживать транспорт категории С, а к ним относятся грузовики, бронетранспортеры и танки, желают 10 человек. Для начала все курсанты должны пройти занятия по теории. Знак в первое время, знак я после этого практику геем. Чудиш это дальше эндли, ханс гуря, армию гуш, на це диши провожа, шпануш. Диши ваша Дел этом, забыл, заду диши ваша. 3 месяца и около 200 часов. Столько времени отводится на обучение. Туда входит и знание правил ПДД, оказание первой медпомощи и безопасное вождение. Полученные навыки ребята подкрепляют на практических занятиях 3 раза в неделю. Но здесь они получают знания правил дорожного движения. Значит, в теоретической части мы изучаем дорожные знаки, правила вождения, правила эксплуатации транспортного средства. Будем готовить их, чтобы они получили все необходимые знания, навыки для того, чтобы, значит, достойно пройти службу в вооруженных силах. Ребята, успешно сдавшие экзамен, отправляются на службу в Вооруженные силы России в качестве водителей-механиков. Эти будущие защитники Родины должны пополнить ряды вооруженных сил страны весной следующего года. К тому времени они успеют пройти обучение и сдать экзамены на права. В прошлом году у нас тоже обучалось 10 человек. Они успешно сдали экзамены и уже убыли в войсковые части. Вот буквально в прошлом месяце и в этом ноябре месяце сейчас они уже отслужили и стали у нас на военкомат на учет. 10 человек мы направляем, и все 10 и успешно сдают права в ГАИ. И, соответственно, сразу же они подлежат призыву и уходят в войсковые части. В этой автомобильной школе учат управлять грузовым и легковым транспортом. Для этих нужд обществом выделено 4 машины. Но на этот год для армии страны необходимы только водители грузового транспорта. Поэтому вождению этого вида и обучают курсантов. Муслим Ганиев, Ахмед Горбаков, Новости 24.